Селям алейкум, здравствуйте! В эфире программа «Чехлав» и я ее ведущая Эльвина Меметова. Первый крымско-татарский женский журнал «Алемини Сван» увидел свет 3 марта 1906 года. Тогда его редактором и инициатором создания была дочь великого просветителя Исмаила Гаспринского Шафиха ханым Гаспринская. В современном мире есть большое разнообразие журналов, которые созданы для представительниц прекрасного женского пола. Но мы поговорим в сегодняшнем эфире про журнал, который с легкостью может удовлетворить предпочтения любой крымско-татарской женщины. У нас в гостях главный редактор журнала «Арзы» Лентара Халилова. Селям алейкум, хош келдіңіз. Саламыз. Лентара ханым, поскольку я в своей подводке начала говорить немножечко такую историческую справочку, тогда продолжу с организацией, которая называется сегодня «Алемини Сван» в честь первого крымско-татарского журнала. Вы являетесь там председателем этой организации, Крымско-татарский национальный центр. Расскажите о своей деятельности в этом направлении. Крымско-татарский центр национальный создан был в 2014 году, и он стал учредителем журнала «Арзы». Задачи и цели, как бы одно направление, они имеют одно направление, это развитие, возрождение крымско-татарских традиций национальных, культуры, языка. И поскольку все это в основном, конечно, в руках женщины, поскольку она является главным воспитателем, да, является тем, кто формирует вот в доме среду, кто является основным воспитателем, безусловно, это в основном ложится на, скажем так, на плечи женщин. Поэтому это всегда были основными приоритетными такими, скажем, целями вообще среди, не только в женской среде, но и вообще в народе. Поскольку все-таки надо сохранить и свою идентичность, да, национальную, вообще все, что связано с традициями. К сожалению, естественно, в мире глобализации сейчас мы немножечко как бы смешение различных, там, скажем, других каких-то направлений, скажем так, немножечко теряется. И чтобы не было, вот, чтобы народ не подвергался, скажем, ассимиляции, естественно, нужно в этом плане работать. Проблем очень много, и задач много. И поскольку женщины являются такой активной, в общем-то, будем говорить, да, активной такой силой, они очень много работают сейчас во всех сферах, и я думаю, что это все в их руках. Значение вообще женщины в современном мире нельзя недооценивать, оно велико. Она сегодня не только хранительница, скажем так, семейного очага, но и является таким, играет большую роль, да, во всех культурных, социальных и в образовательных процессах. Поэтому журнал, естественно, и наша организация, и журнал в этом направлении проводит большую работу. Наши женщины очень активны. Мы проводим, вот, в частности, если касается организации, мы на протяжении этих лет провели очень много творческих встреч, оказываем всестороннюю такую поддержку творческим женщинам, подрастающему поколению, детям, тем, кто занимается непосредственно, вот, скажем, декоративно-прикладным искусством. Был проведен ряд выставок, презентаций книг наших молодых авторов. Также вот в детской библиотеке Гайдара мы провели детскую нашу такую выставку. Талантливые очень дети, и вообще народ талантливый. Возьмешь там музыкантов, деятелей культуры, певцов, художниц очень много. Отдельно вот была выставка молодых художниц. И вот основная такая тоже как бы цель, вот я преследую, чтобы не было только, вот, скажем, симферопольские участвовали, но и мы подтягиваем регионы. Вот в прошлом году были девочки из Судака, были девочки из Бахчисарая, из Джанкоя. В этот раз тоже вот недавно буквально прошла выставка народного творчества и художественного искусства, и на ней тоже принимали участие белогорские мастерицы, там очень много мастериц, бахчисарайские, Симферополь, само собой, Джанкой вот активно работает. И очень многих вот сейчас очень все женщины такие как бы коммуникативные в силу того, что они все в социальных сетях, очень многие как бы, да, выставляют свои работы. И вот так вот мы находим таких самородков с такими сказочными работами, просто, честно говоря, диву даешься, как вот в селах, в наших отдаленных, в городах, да, люди занимаются творчеством. И вот так вот наши девочки выискивают, я сама тоже очень часто обращаю внимание,
То есть это самые лучшие средства коммуникации, да, скажем, соцсети, которые имеют как, мы знаем такую отрицательную, может быть, немножечко, но и положительные такие стороны. То есть ты можешь показать свое творчество. Это и, скажем, естественно, это самозанятость, но ты знакомишься с творчеством. Значит, Ну а другие узнают про этих мастериц уже из журнала «Арзы», можно так сказать. Да. Линтара Ханум, ну вот журнал «Арзы», он стал первым крымско-татарским женским журналом уже после возвращения крымских татар на свою родину. Скажите, как, у кого вообще появилась идея создать такое издание? Да, конечно, мы вот со своими коллегами, с подругами давно хотели создать такой журнал, который когда-то выпускала Шевка Гаспринская, издавал, как мы знаем, Гаспринский. И тогда она возглавила, мы знаем, большое такое женское движение. Журнал сыграл в конце 19-го, начале 20 века огромную роль, поскольку права женщин, мусульманок тогда были попраны. И он, к тому же она преследовала такую цель, чтобы женщины были более грамотные, крымские татарки, мусульманки. Он вообще был тюрко-татарский журнал. И Турция, там, скажем, в Турции тоже потом издавался. И, конечно, женщины могли из этого журнала узнавать очень много таких нормативных актов. Что касается вот законов, там, выходящих в тот период, рубрики такие были интересные, и связанные с воспитанием, и домоводство. То есть они узнавали все, что творится в мире. Конечно, он сыграл огромную роль, потому что и она сама была правозащитницей, как сейчас принято выражаться, в те годы она защищала права женщин, она занималась большой благотворительной деятельностью и была помощницей отца в издании журнала «Терджиман», ну и потом сама была главным редактором такого, скажем так, очень уже на нынешний момент исторического издания, который сыграл беспрецедентную, скажем, роль в жизни женщин. И, конечно же, когда мы вернулись на родину, очень часто нам видели, как вот наши диаспоры там проживающие в Румынии, Турции, они имели свои журналы, да, именно крымско-татарские. Хотелось, конечно, и здесь создать такой журнал. И в 2010 году первый номер увидел свет. Да, и на внутренней стороне там и написано как бы «Алейман Ислам». Просто учитывая нынешние реалии, мы назвали уже его «Арзы». Это замечательное имя, это мечта, да, женщины, мечта женщины вернуться на родину. И легенда наша замечательная, как Арзы, Кыз, несмотря ни на что, вернулась на родину. Ну, то есть, как бы все равно он, Арзы, просто Алейман Ислам немножечко, может быть, сложено, поэтому можно было оставить, конечно, прежнее название, но это уж такая большая как бы задача, немножечко решили быть поскромнее, назвали его Арзы, но он тоже, я надеюсь, играет роль большую в жизни наших женщин, потому что подрастающее поколение. Все-таки она, женщина, ответственна вот за подрастающее поколение. На ней больше все-таки, согласимся, лежит ответственность. Мужчины тоже, конечно, занимаются, но они больше все-таки у них работа. А женщина с первых дней, она воспитывает ребенка, прививает традиции, учит языку, да, скажем. Поэтому хотелось бы, чтобы он играл тоже, продолжал такую же роль. В каждом номере мы даем все, что связано с традициями. То есть это наши, буквально с пеленок, как рождается человек, какие обычаи, обряды его преследуют. Очень популярна, скажем так, свадебная, да, рубрика. Вот. И хорошо, что сейчас возрождаются все эти традиции, все эти наши обряды. Затем очень популярная одежда милюрба. Национальный костюм. Это он передает образ жизни. И на обложках у вас часто вы. Да, обложка, да, правильно. Эльвина Ханум. На обложке мы уже как бы так даем уже более крупным планом, фесочки. И сейчас вот хорошо, что наши девушки стараются стилизованные такие наряды под национальный костюм, да, то есть фесочки такие у всех. Это очень радует. А на обложке это уже, конечно, если девочка или там девушка, да, скажем так, что-то выиграла, где-то отличилась, конечно, мы каждый раз даем ее фотографию на обложку и победила конкурсы, там, в конкурсах, скажем, различных, да, то есть эта девушка, с ней уже знакомятся наши
читателей. Ну, а национальный костюм, он передает, это же часть образа вообще народа, да? Он передает его культуру, его такое декоративные такие традиции уже, и все то богатство, которое складывалось годами, да? Наша национальная культура, она старается уберечь, как бы, если это национальная память, благодаря которой мы сохраняемся вообще как народ, и будем спасены от обезличивания, да, и сохраним наши традиции, сохранимся как народ. Какими темами вообще женщины интересуются? Понятно, вот вы уделяете много внимания именно внешнему виду, да, это безусловно очень важно. А кроме этого, что еще интересует женщин? Вот вы как никто другая знаете. Ну да, мы вообще получаем, кстати, вот хороший вопрос, обратную связь, потому что мы распространяли журнал по всем библиотекам Крыма, вот библиотека Гаспринского распространяла вот ранее, и получали его в разных в отдаленных селах, там, в таких глубинках. Они писали нам о том, что вот благодаря вашему журналу мы там, скажем, использовали там национальных свадебных нарядах, да, то есть там есть и, кстати, мелиаж тоже национальный, да, который, как известно, во всем мире, да, славится. Вот. И они нам писали о том, что вот и о своих социальных проблемах, и нравится им, конечно, естественно, все, что связано с декоративно-прикладным искусством, это безусловно. Но и мы знакомились с нашими известными женщинами, о забытых, какие-то забытые имена поднимали, да, те, кто внес вклад вот в развитие культуры, возрождения, да, наших вообще культуры, традиций. И отдельно еще вот тоже много писали о своих родителях, о мамах, которые пережили депортацию. То есть это тоже мы туда включали, потому что... Диалог уже с читательницами, да, идет? Да, они присылали письма, потому что действительно женщины на своих плечах перенесли депортацию, мужчины все были, как известно, на фронтах войны, а старики, женщины и дети. И вот очень много... Сейчас я вообще отдельно собрала очень много историй таких. Отдельно будет издаваться еще депортированные женщины. Здесь будет немножечко более уже уклон чисто в такое культурное направление. Вот. И, конечно, мы знакомим с нашими современницами. Безусловно, это и пишут нам. Вот такая-то у нас женщина есть замечательная, там, такой педагог родного языка, там, либо есть, очень такая есть, хорошо, что обратная связь. Сейчас немножечко мы решаем проблемы с финансированием. Я надеюсь, уже в этом году продолжится его издание. Литара Ханум, прежде чем мы с вами дальше продолжим наш диалог про этот замечательный женский журнал, хочу прерваться и посмотреть нашу рубрику, где мы нашим телезрителям помогаем изучать крымско-татарский язык. Мы специально подготовили для вас слова на женскую тематику. Давайте посмотрим. Мерхаба, құрметлі телесерджилер! Здравствуйте, дорогие телезрители! Издавна каждая девушка мечтала иметь свой собственный сундук с сокровищами и украшениями. Неудивительно, ведь украшения раньше имели большее значение, чем одежда. Сегодня мы поговорим о ювелирных изделиях и выучим новые слова на эту тему. В мусульманской традиции ювелирные украшения не только радовали глаз, но и выполняли защитную функцию. Одним из распространенных считался оберег, или, как говорят у нас в народе, дувалых. Оберег или амулет на крымско-татарском амайел, назар бойынжағы, назарлых. Ювелирным украшениям крымских татар свойственно особое изящество, свои узоры и орнаменты, которые отличают их от ювелирных украшений других народов. Ювелирный на крымско-татарском куюм, куюмчылых, ювелирное изделие, куюмчылых максулаты, мудживерат. Все украшения крымских татар можно разделить на следующие группы. Украшения для головы, украшения для пояса, шейные украшения и украшения для рук. Напомним, слово «украшение» на крымско-татарском – безек, ильван, зейнет. В традиционном костюме девушки до замужества отсутствовали нагрудные украшения. Они надевали лишь бусы, бойынжах и использовали брошь, ине. С юных лет крымские татарки носили серьги, виды которых не зависели от семейного положения девушек. Распространены были филигранные серьги различных форм из золота и серебра. Серьга на крымско-татарском – купе, сырга, золото – алтын, серебро – кумеш.
Также одними из самых распространенных украшений были и есть браслеты, белезлек и кольца, юзук. В старину девушки могли носить десятки колец и несколько парных браслетов. В наше время девушек окружает огромное количество ювелирных магазинов, которые так и манят своим разнообразием и блеском ювелирных изделий. Поэтому не упускайте возможность побаловать себя этой красотой. Увидимся уже в следующем выпуске. Корышкенджи! Друзья, надеемся, что наша рубрика помогает вам в изучении крымско-татарского языка. Ну а сегодня в программе «Ачыхлав» мы общаемся с главным редактором журнала «Арзы» Лентарой Халиловой. Лентара Ханым, журнал «Арзы», он издается с 2010 года. Понятное дело, что за этот промежуток времени он ощутил на себе много различных изменений. Скажите, что это за изменения? Ну, изменения связаны в основном, конечно, с какими-то новыми общественными такими событиями. Таких резких как бы мы не делаем изменений своей редакционной политики, да, журнала, но мы привносим очень много рубрик новых. Да, скажем, если раньше не было обратной связи, то сейчас там «Сесленув», да, появилась рубрика, там, скажем, мнения какие-то, очень острые такие проблемы пишут нам люди, мы их, конечно, помещаем. Дополняете большинство. Да, в основном как бы дополняем. То, что было не очень интересно, как бы немножечко отсекается, но основная, так скажем, основная, да, основные рубрики, основные направления, темы, они остаются. Ну, то есть это все то, что волнует женщину, все то, что отражает нынешнюю нашу жизнь современную, все то, что связано вот с жизнью нашего Крыма. Да. А насколько популярен сегодня журнал «Арзы»? Какой у него тираж? Он выходил тиражом 1000 экземпляров, но о популярности можно судить, вот он, к сожалению, в последнее время немножечко такая заминочка, но все пишут, спрашивают, ну, я думаю, если, конечно, люди спрашивают, интересуются, когда же он будет, почему он там, скажем, вот сейчас не выходит, я думаю, что он нравится людям. Журнал, кстати, занимал, мы ездили с журналом в Польшу в свое время, ездили, значит, другие, в Турцию возили, в Румынию, и он там тоже как бы был востребован, мы туда передавали диаспоре, то есть они всегда спрашивают, и сейчас тоже вот как бы такая есть немножечко связь, они интересуются, продолжается ли выпуск вообще. Кстати, и румынские вот тоже поэтессы нам присылали свои стихи, вот оно ждет, оно уже вот в папке все сложено, все сверстано, выйдет скоро. А есть ли в планах у вас расширить аудиторию, например, создать интернет-сайт, потому что в интернете сегодня тоже многие девушки, женщины сидят? Да, мы над этим, конечно, тоже думаем. Сейчас пока эту роль выполняет группа в «Одноклассниках» журнала «Арзы». Там 15 000 человек. Иногда такие дискуссии, честно говоря. Вот я недавно буквально тоже по поводу одежды национальной, то есть то, что было до депортации, женщины вот сидят в этих нарядах, ну, национальные, действительно, такие костюмы, платья, просто... молодцы, сохранили вот этот весь уклад, вернее, не сохранили, они ему следовали. И там тоже такая вот острая дискуссия, и очень много добавляется туда, как бы в эту группу. И мы все, что происходит, всю свою деятельность сейчас размещаем вот на этом на сайте «Одноклассники», в этой группе. Люди узнают, спрашивают, очень много просмотров. Вот, в частности, последние фотографии, там вообще 15 000 просмотров, 15К. Да, хороший результат, я просто не ожидала. Ну и пишут, там не только крымские татары участвуют в этих дискуссиях. Вообще эта тема очень всем интересна. Все, что связано, даже вот сейчас последняя фотография, скажем, памятник, не памятник, а скульптурка Арзы в Месхоре, такая в очень запущенном состоянии. Видели, наверное, да, на Скушином там подходит.
Ну и, естественно, что она в таком состоянии, люди пишут. Естественно, вот мы этот вопрос хотим сейчас тоже как бы поднимать. Почему такая вот замечательная скульптура связана с легендой, и сейчас она в таком запущенном состоянии. Конечно, отдельно потом будет сайт, когда вот мы возобновим, естественно, все это будет уже размещаться в отдельно, да, учитывая, что сейчас все абсолютно, вся жизнь происходит в интернете. То есть журнал «Арзе», он не только как бы развлекает, но еще и поднимает какие-то важные темы, которые касаются больше женщин, да? Женщин, вообще нашей жизни, нашего особенно подрастающего поколения. Особое направление это у нас, вот, учитывая кризис чтения, особое направление вот идет привить молодым нашим подросткам. Если вот раньше врачи жаловались на то, что там механические, скажем, да, какие-то повреждения, допустим, глаз, да, у ребенка, то сейчас к этому добавляется сплошная вот эта вот близорукость. Естественно, если мама, папа дома не читают книги, если дети не видят, как они читают, он тоже не будет читать. Поэтому надо как-то детей заинтересовать, давать им интересные книги, чтобы немножечко оторвать его от смартфонов, чтобы он читал вот бумажные вот эти издания. Во-первых, это и для здоровья полезно, а уж не говоря о том, какую оно пользу принесет. Согласна с вами. То есть, Но какая особенность журнала «Арзе» выделяет его и делает конкурентоспособным? Ну, в первую очередь, конечно, он все-таки большей частью рассчитан на крымско-татарскую аудиторию, хотя там у нас рубрики есть и на русском языке, но мы стараемся писать все то, что волнует нашу женщину. Безусловно, это то, что такая специфическая крымско-татарская вся тематика. То, что к нам пишут специалисты, в частности, связанные вот с обрядами. Такую информацию нигде не найдешь. Или же наши, допустим, артисты, которые там до военного периода, об этом тоже мало. Кто интересуется историей. В каждом номере мы размещаем материалы о Шефике Гаспринской. Если об Исмаиле Гаспринском все-таки что-то еще, как-то есть Гасприноведы, да, мы знаем Ганкевич, там очень много защищали на эту тему, то Шефика Гаспринская, она все-таки прожила вторую часть жизни в Турции, потому что здесь, когда Курултай был разогнан, она уехала в Азербайджан к мужу, и там его, после расстрела его, она в Турцию вынуждена была переехать, и там она последние дни свои провела. Вот. Как-то они мало очень известны, но как где специалисты, кто защищается по этой тематике, естественно, они нам предоставляют материалы, таких тоже мало где можно найти. Ну, Милли Урба и Милли Аш сейчас, конечно, можно найти и в других журналах, но вот именно чисто социальные проблемы и все, что касается нашего декоративно-прикладного искусства, и все, что наших мастериц касается, это, конечно, только в нашем, ну, по крайней мере, мы стараемся здесь такое более приоритетное положение занимать. Ну и, опять же, наши женщины, дети, все, что связано с крымско-татарским, скажем, там, народом, все, что имеет, ну, такие вот, может быть, даже эксклюзивные материалы, это все вот можно у нас прочесть. А как бы вы описали образ крымско-татарской женщины? И как в эпоху глобализации все-таки сохранить традиции? Ну, если такой собирательный образ, да, возьмем, или частный, ну, прежде всего, конечно, она должна соблюдать традиции, это в первую очередь, чтобы видно было, что это крымская татарка, чтобы она и ребенка так воспитывала, где и как себя вести, в чем можно, например, идти на, скажем так, на джиназе, да, а как, ну, такие частности. То есть она сама должна следовать, она должна быть женственной, она должна быть образованной, безусловно, она должна быть культурной, должна знать, безусловно, в первую очередь родной язык, историю своего народа и его традиции, обычаи, обряды. То, что отличает вообще традиции, это то, что отличает этот народ от другого. И, естественно, она сама должна, конечно, тоже работать над собой. Как сказала, вот, возвращаясь к Шефике Гаспринской, так полностью цитату не приведу, но смысл такой, что, дорогие женщины, загляните вглубь своих сердец и подумайте, правильно ли вы воспитываете своих детей. Надо воспитать детей, достойных своего народа. То есть она сама, конечно, должна быть достойной своего народа, должна знать все, что касается. Ведь традиция – это то, что тоже складывалось, идет к нам вот от предков. Это надо сохранять, развивать и возрождать, и, ну, скажем так, передавать подрастающему поколению.
Ну, думаю, вы со мной согласитесь, что сегодня современные крымские татарки, они тоже в своем наряде его модернизируют, интерпретируют. То есть то, что было модно, ну, как бы веками ранее, сейчас это тоже девушки на себя надевают. Те же украшения, фески. То есть это все как бы образ возобновляется и модернизируется. Да, конечно, стилизованные вот эти. Сейчас много мастеров, такие замечательные наряды. Конечно, и когда девушка появляется, она уникальна в этом своем наряде. Эти фесочки не вообще всем идут. Естественно, наряды вот эти наши национальные. То есть у нас вообще очень богатое ювелирное искусство, я забыла добавить. И на выставке участвовали девочки, которые сейчас просто такие мастерицы, очень красивые украшения делают. Все это, конечно, отличает ее, делает ее индивидуальной. То есть вот все, что она там, скажем, те же украшения, они там выполняли тоже двойную роль, да, там, скажем, и красиво, и от сглаза, да, в то же время как бы такие суеверные немножечко, может быть, направления. Она, конечно, очень радует. Я вот подчеркиваю, что наши девушки соблюдают вот эти вот традиции и стараются говорить на родном языке. Есть и такие патриотичные очень. То есть и главная задача нас, женщин, чтобы мы вот в Крыму оставались, процветали, чтобы как бы наша молодежь все-таки, как вот пословица такая из русской, где родился, там и пригодился, чтобы они здесь, ну, даже, может быть, получая образование где-то в других местах, в других городах, в престижных вузах, приезжали и работали, конечно, во благо Крыма. Это женщина тоже должна этому своих детей как бы приучать, что не надо быть оторванным. Масса примеров тому, что человек все равно в конце жизни понимал, что лучше бы он оставался на своей родине. Да. Ну, Линтара Ханум, подводя итоги, скажите, выделите основную миссию и предназначение тех проектов, у истоков которых вы стоите. Ну, как я уже сказала ранее, это, естественно, возрождение и развитие национальных традиций, культуры, обычаев, обрядов. Это и, там, скажем, проекты образовательные, проекты социальные, культурные. Чок саугун с Линтара Ханум, что пришли. Мы будем с нетерпением ждать новый номер журнала «Арзы». Надеемся, он будет таким же шикарным, как и предыдущий. Чок саугун за приглашение в салон. Друзья, ну а наша программа подошла к концу. Сейчас уже по традиции наша рубрика «Мудрость ислама». До новых встреч. Салах Нинхалнас. Кибла. В исламе точно установленное из любой точки земного шара направление в сторону священной Каабы в городе Мекке, соблюдаемое всеми мусульманами во время совершения пятикратных ежедневных молитв и отправления ряда ритуалов. Кибла ориентация имеет важное значение при строительстве мечетей и других исламских культовых сооружений. Ансары – коренные жители Медины из племен Аус и Хазрадж, которые приняли ислам и стали сподвижниками пророка Мухаммеда. Бану аль-Хазрадж и Бану Ас – арабские племена в Медине, относящиеся к южноаравийской ветви. Во времена пророка Мухаммеда хазраджиты наряду с ауситами составляли часть ансаров. Оба племени в доисламскую эпоху были известны под названием Бану Кайла.